Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Судьбоносное событие. 23 марта 2003 года был проведен референдум по принятию Конституции Чеченской Республики. В Чеченской Республике отметили День Конституции. В этом году исполнилось 23 года со дня ее принятия. Федеральное признание. Это значимое событие всей системы образования нашего района. В одной из школ высокогорного Биноя школьники создали умные гаджеты. Здоровое будущее. Спорткомплекс рассчитан на то, чтобы одновременно принимать более 100 спортсменов во время сборов. В Веденском районе ведется строительство спортивных объектов. Какие комплексы появятся в Высокогорье? Смотрите в нашем выпуске. Прошло 23 года со дня принятия Конституции Чеченской Республики. Это значимое событие в новой истории региона произошло благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджикадырову. Какова цена сегодняшнего мира и через что пришлось пройти чеченскому народу, расскажет Турплали Тайсумов. Важнейшая дата, навсегда вписанная в историю нашего народа. Конституция Чеченской Республики, принятая 23 года назад в этот самый день, стала ключевым поворотом в возрождении территории и нации. Инициатором и лидером стал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджикадыров. Его решительность и дальновидность позволила объединить расколотое общество. На мероприятии в честь важнейшего события глава региона Рамзан Кадыров пришел лично в сопровождении многочисленных официальных лиц, большинство из которых участвовали в этом процессе. В своей речи политик отметил, что мудрость первого президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина позволили начать процесс объединения и становления. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Поздравляю вас с Днем Конституции Чеченской Республики. 23 марта 2003 года на общенародном референдуме наш народ сделал исторический выбор. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджикадыров, был твердо убежден, что референдум – это единственный путь к объединению чеченского общества и прекращению войны. Его идея получила решительную поддержку президента России Владимира Владимировича Путина. Народ всецело доверился Ахмату Хаджикадырову и принял Конституцию. Этот важнейший политический шаг определил будущее Чеченской Республики. На основании Конституции были сформированы все ветви власти, избран парламент, в полном мере стали работать государственные и гражданские институты. Мы проделали длинный путь и достигли больших успехов. На нас сегодня лежит ответственность за сохранение и приумножение этого результата. Убежден, что мы дальше будем твердо отстаивать наши государственные интересы, культурные и религиозные ценности. Я поздравляю всех жителей Чеченской Республики с Днем Конституции. Желаю благополучия и процветания. Проделанный огромный путь начался с подавления международного терроризма, против которого Ахмат Хаджи Абдулхамидович сплотил весь народ. Судьба каждого жителя была направлена в счастливое русло, рассказал председатель правительства региона Магомед Даудов. По инициативе нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджикадырова, 23 марта 2003 года был проведен референдум по принятию Конституции Чеченской Республики. Эта дата стала одной из ключевых в новейшей истории Чечни и всей России. Значение этого события для послевоенного восстановления региона невозможно переоценить. Именно референдум стал отправной точкой возвращения республики в правовое и политическое пространство Российской Федерации, положив начало масштабному процессу мирного строительства и консолидации нашего общества. После долгих лет вооруженного конфликта, разрухи и гуманитарной катастрофы чеченский народ оказался перед необходимостью сделать исторический выбор. В условиях глубокого социально-экономического и политического кризиса, при отсутствии полной гарантии безопасности граждан, идея проведения референдума воспринималась многими как крайне рискованной. Однако именно в этот период
Появилась политическая воля и мудрость Ахмада Хаджи Кадырова, сумевшего объединить общество и инициировать процесс легитимизации власти через всенародное волеизъявление. Работа над проектом Конституции велась Конституционной комиссией. Было рассмотрено более 10 вариантов основного закона. При этом за основу был принят проект, подготовленный Ахмадом Хаджи Кадыровым. Документ прошел тщательную правовую экспертизу и был внесен на широкое общественное обсуждение. Несмотря на угрозы и провокации со стороны противников мирного процесса, референдум состоялся при высокой явке. И подавляющее большинство граждан поддержало предложенный проект основного закона. Принятие Конституции стало не только юридическим актом, но и мощным морально-психологическим фактором. Впервые за долгие годы чеченцы получили возможность открыто и легитимно выразить свою волю, ощутив себя полноправными гражданами нашей страны. Это событие продемонстрировало всем стремление народа к миру, стабильности и правопорядку. Референдум положил конец попыткам сепаратистов и экстремистов говорить от имени народа. Единственным законным представителем республики стала ее власть во главе с Ахмадом Хаджи Кадыровым. Сплотив народ, в субъекте начался процесс перехода к мирному небу над головой с подавлением экстремизма и терроризма. Избрание Ахмада Хаджи Абдулхамидовича первым президентом укрепили этот процесс. В кратчайшие сроки были приняты решительные шаги по укреплению гражданской власти, снижению уровня преступности, восстановлению инфраструктуры и социальной сферы. Референдум 23 марта 2003 года стал точкой невозврата к прошлому. Он обеспечил необратимость мирного процесса, дал старт масштабному восстановлению городов и сел, возрождению экономики, образования и здравоохранения. В последующие годы под руководством главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, регион добился значительных успехов в налаживании мирной жизни и устойчивом социально-экономическом развитии. Достигнутые результаты наглядно подтверждают эффективность выбранного курса. В завершение хочу отметить, что референдум, проведенный по инициативе нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, заложил прочный фундамент возрождения Чеченской Республики и стал символом надежды, веры в будущее и единства нашего народа. Он убедительно доказал, что, опираясь на закон и доверие граждан, возможно преодолеть последствия войны и построить процветающий регион. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Конституции Чеченской Республики. Аллах дала, Ахмад Ажиньет дал развод обл дольцун, уэмехклен, медадош, тешмедош, чакдол, ниц, нырвальван. Ахмад сила Аллаху. Планы недоброжелателей, которые всеми силами пытались помешать судьбоносному референдуму, были сломлены, и народ пошел вслед за сильным человеком, взявшим на себя эту ответственность, с успехом оправдав все ожидания, отметил депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов. Сегодня мы отмечаем одну из самых знаковых судьбоносных дат в истории нашего региона. Как мы помним, в ходе всеобщего волеизъявления народа Чеченской Республики единогласно выступили за возвращение региона в правовое поле страны, принятие основополагающих законов, ставших нормативно-правовой базой для дальнейших реформ и возрождения государственности республики. Это был осознанный выбор абсолютного большинства граждан, которые хотели лишь одного – мира, безопасности и стабильности. Инициатором и идейным вдохновителем референдума был наш великий первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Опираясь на священный Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, он доносил до людей важность и значимость этого шага для благополучия и процветания нашего региона. Ахмад Хаджи подчеркивал, что пришло время положить конец войне и вернуться к нормальной созидательной жизни. Благодаря его мудрости, дальновидности и целеустремленности нам удалось полностью разрушить планы Запада по развалу Российской Федерации. В этот исторический день чеченский народ принял решение быть вместе с Россией, жить и процветать в составе сильного государства. Взаимное сотрудничество Ахмада Хаджи Кадырова и Владимира Путина поставили точку в распространении зла. Благодаря этому народ вздохнул с облегчением. Исторический период Владимир Владимирович и Ахмад Хаджи Абдулхамидович нашли наиболее правильный путь выхода
из общественно-политического кризиса, дали возможность народу самому определиться с его будущим и всецело поддержали это решение. Сегодня, спустя 23 года с момента проведения референдума и принятия Конституции Чеченской Республики, видя все эти грандиозные позитивные изменения в республике, мы ясно осознаем, что приняли единственно правильное решение. На сегодняшний день Чеченская Республика под руководством моего дорогого брата, национального лидера чеченского народа, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, стал одним из самых развитых, благополучных, безопасных, мирных регионов страны. Каждый год к нам приезжают сотни тысяч туристов, идет активное социально-экономическое развитие, обеспечиваются все самые лучшие условия для ведения бизнеса, реализуется грамотная молодежная политика и многое другое. Невозможно не отметить вклад главы региона, отстаивание интересов Отечества в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донбассе и в Украине. Под его руководством чеченские подразделения Ахмат противостоят сатанистам и нацистам, защищают мирных граждан, делают все для нашей общей победы. Огромную роль в развитии республики играет региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Под руководством дорогой Аману Несиевны реализует масштабную благотворительную деятельность как Российской Федерации, так и далеко за ее пределами. Для любого здравомыслящего человека очевидны все те достижения и успехи, которые стали результатом мудрого и правильного выбора чеченского народа. Под руководством великого Ахмад Хаджи мы живем в стране, которая защищена законом религиозной и семейной ценности. Наши традиции и обычаи. Я с большим удовольствием поздравляю присутствующих всех дорогих сограждан с этим важнейшим историческим днем, желая благополучия, крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Рамзан Ахматович, дала бусул бинна нохчи оман лат уэлха, дал тагансан бар цабош, тяхай бертке уэлвэй, вайдиза бош, тадьешен ки разу яхкил Ахмат сила Аллаху экбар. По словам муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межеева, с точки зрения религии проделанный путь к становлению оказался очень ценным. Люди стали изучать религию и обучать своих детей и внуков, получая для этого самые лучшие условия из года в год. Динош дала Куран чаха цацдол дин маситтиц yok таанлерде қом бартхилде дал шиқиятам тибелхайнде ақа вай боқу сетсинде боқу төлде бождуққа цершях шиеца там болша отсола доқде дойс وذكرهم بأيام الله موضع القرآن شاه ديل دينوش حديح دقدا إتعبوا معدسون هو ديل دينوش شين جوها داق نعمة خواتنده بقبول خواتنده دال شيقية تمتبل خنده بوخشة دقة دينوش دق دال حيخوش أستايبنا وي نقشي قومنا دق دو تغن ليرده هنا الشيء دق دي هندو هنا الشيء بقوش بالغ بقوش بودنخ دالا ويقام حال داقن دويس وي دين دوخن دولش داخر دوخن دولش أق خلق دوخن دولش موسوهما دوخن عدانا أستايبنا قيتانتا قنا ينوخشي شو يتعامى يخلق خيردويت يشأل خطة خيناح وزوزغل وش الله دالا شيقي خيتم على باقنا بقولا دال شينديكا دين دوق حيقل دل دوق إيمان دل دوق دينال دل أق ميرل يل دل ويزر إل شو يزر عليه الصلاة والسلام شيء أستاذ أولا شيء قام موق بيزر دل أحمد عجدال غازوت قبول دل سنة وينا حلها واقنا تغنى أخبرتوني حقاش نوي قرآن شو عدال بو إن تنصروا الله ينصركم أش ديل دين غداح دال غدي دوشن بو شي دوز لحت حسد نيس وخلدل شمتاح أق ديل دوح دكتور حارة دولش ديل دوح تخيل شخيلش وش بو باتسي حارة دولش سنة بقدولش دول دوش ما سير دقني دعقيت قام دريجية قون دعقولة ديلا قوم بتخيل شمتاح إخيتم دال تبيل غوش بو مل بوق بال تيجا خيليح إبال دال دعي باش بو ديلا زكون دوي ديل شاغو يوي وتقوم بتخيل شمتاح شيقي تملات بودال نيسو يول شمتاح شيقي تملات بودال أق مصو أغورا قيم شبول شمتاحا شيقي تملات بودال سنديرا هالدريك دنيا حيقا حيوكش دالا قيخي تنبين كما شوين
din märşdäkin, din tadin, dahar tadin, üris yuri märşdäkin, halk tadin, halk diyebayn, muhk tabin, ostaypana dağla şiqiyata binavayx, Ahmet Hajdal Gazot Obul Dölsona, iz halka väkin, suna bahandina, su bäkin boş bol, nik bahandolş. Ona inik, del elçan nik aleyhissalam, öyle inik bol der. Su busta büstün der. Ta'ana konstitusiya boş derga, milnox çuyuk متج وحيوقع حين متو دليل شداخكو حين متو قرآن سنة حين متو جاغو يولشا أستيبنا يوح كونستيتوسي يوي سندير بعد القرآن فاذكروا الله شيء نعمة حيغ دياش لعلكم تفلحون ديق الغردشو بعد سندير حيغو ديشتو نعمة أحتها ديشي نعمة أحتديتشي نعمة دويل عن سخيتشي خمسة بين شارخ القيران بو خمسة بيتشي إديل وهو أقداوات خمسة بيتش أخشى عذاب دو بغدال. Сегодня дети и взрослые чувствуют себя в полной безопасности. Каждый имеет возможность заниматься любимым делом, учиться, работать, а условия для этого только улучшаются. دال شيقي تم بين دوير وزغلوش دال وين دين دوشتل ديك عم دوقيل وين مسرنا دخزيتا وقتنا جيمچنا بيرنا تخي شولشن دخزيتا لا وين احمد حاج دال غازوت قبول دالشنا دال شين ديك دين خلو دال شين ديك دين خلچ بيه اقدكچور ار دولش دك بيه دكچو قيچ دات بوق بودالسن دين خلوشتل ديك اخ اوتشي دي ديك كانتولش اوتشي دينا نانا ديك كانتولشا Tağana de dikkant boğuştak ez doktordu. Ağa de doşlardar de niklar bar boğuştak. Doş doyuz. Dok tiyşil doyuz. Tağana vay paça vay mekde Ramzan ajdal şoyl vezxiloş dal. Vallahi dok dikdin yaramavuşun. Dal şen dok dikdin. Dok iman model kun dok dinal model kun. Ağa kundel dolşlo sifaç. İza tağana oq dünyen çah kun koç havaq çaqolamavat. Baqdol derme baqoy. Çaqolamavat. هروق القنا ترنك حواقة أصيبن دالا يقونا شللا قن وزغل وشتال شين دين دوش ديك نعصو وقل إيش مويل دال ويدال خاصة ببيز أقتيبن بتشعوين ولرن دال خاصة ببيز وي حستل ديز ويدال وزن دال عيدين دول ديك دعم داخل بقي أولاش وين يقع خلبل بقي أولاش شيء شوح بعشر الصوبل قناعا يقبل سناخي همني ستي تعمت كيوش بول بويلو وش بول أولاشا سردادن لحش قميل دو ورلش الرمزان حاج أحمد حاج كان ديلي ويخلش بيركت يباتش عوشون ديلي ويخلش أورين ويخش سورين ويخش تندعدش خلش أقا إبعان دوش دال وين دوق ديك دينشون بوشة أولا قميل شوقع جيم باتشع وغروه أقا إباتشع وين شولتعا سرغ بغن أقا وقت سنة أصلايبان دين ستملردو عوري سودي مرشيار بوشة دوق حالدون ساعة أولا قميل شوين خزندو دالا أولا قميل شيت بقدن أرغوير تنديرا خاستن ببيزوي حيمتو أرغوالي لدو أحقيت شناح كرر داتون خد عدول نعمت حيمتو دين أغو لخ حنو أغو أرغوالي لخ ماشون أغو لخ واخرن أغو لخ تعامت كرر ياتونا تخنا نوحشتو قوش تندير ببيزوي دال خاستم وزغلوش دال ديك دينوين دال دين دوشتل ديك دعم دوقل وسو دوقل وزغلوش دال ديكنس بيقن بويل أحمد عجنا دال درجع لقا وقل دال غازوت قوبل دالسن وزغلوش دال ديكنس بيقن بويل رمزان عشحون دال هديك نعسو وقل ودال دقوا غويل ودال عالش ويل وزغلوش دال وزغلوش الله دال ديكنس بيقن بويل أغنق إخواتنا قمير حقن شان غازوت يعمل يقن شان غازوت شقوبل دايل دال قمير حقن شان دال ديكنس بيقن بويل قعيوك شبول شان دال ديكنس بيقن بويل دال هرنق لربا إيمان توفيق موكشل غورة دين الله يلقوين دال تعبير كثير. Этот день напоминания того, каким важным шагом был выбор, сделанный чеченским народом – остаться с Россией и открыть дорогу в светлое будущее, проложенную Ахматом Хаджи Кадыровым.
Уверенность именно нашего первого президента, нашего лидера Ахмада Хаджи Кадырова в том, чтобы так оно и будет, она возобладала. И, к счастью, сегодня, даже не сегодня, мы и раньше видели, и сейчас мы видим те самые плоды, которые принесла его политика, поскольку его уверенность сегодня принесла нам счастливое будущее, безоблачное небо, небоскребы, которые взметнулись вверх к небу. С тех пор минули десятилетия. Сегодняшние результаты буквально кричат о правильности сделанного выбора. Руководство во главе с Рамзаном Кадыровым сделали все возможное и полностью оправдали ожидания каждого человека, ставшего свидетелем этого дня. Люди должны хранить и приумножать достигнутые результаты, оставаться сплоченными и верными избранному пути. Только так возможно и дальше укреплять мир и благополучие на нашей земле. Турпа Лолита Исумов и Моусер Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Вернемся в 2003 год и вспомним о том, как тяжело было провести референдум в тех условиях. Какие усилия приложил герой России Ахмад Хаджи Кадыров, чтобы достигнуть мира, и какие надежды возлагались на это событие, расскажут герои нашего следующего сюжета. Мы с мнением народа не можем не считаться. И я думаю, что мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. На съезде народов, который прошел в декабре 2002 года в Гудермесе, участники проголосовали за резолюцию, в которой был определен выбор остаться в составе Российской Федерации, а также назначена дата проведения референдума 23 марта 2003 года. Большие надежды возлагали в то время жители именно на создание правовой базы, то есть Конституции Чеченской Республики. Впервые в истории нам уже такое право, возможность представлена. Народ должен определить, что он хочет. Референдум пройдет нормально, и люди выскажут свое мнение. Я надеюсь на хорошее. Может, какие-нибудь законы будут, может, какой-нибудь порядок будет. А то не знаешь, в какую сторону наклониться. Пойдете голосовать? Конечно. В те годы мало кто верил, что разрушенную республику можно восстановить и вернуть к жизни. Несмотря на это, был человек, который стремился к этому и всеми силами старался объединить народ общей целью. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, своими действиями и энтузиазмом смог вернуть надежду в сердца людей. Вся республика в руинах, инфраструктура городов и сел разрушена. Уставшие от войны люди доверились лидеру. На референдуме жители продемонстрировали единство. За принятие Конституции проголосовало около 100% избирателей. Мы определили статус нашей республики. Чеченская республика – это субъект Российской Федерации. Да, президент Российской Федерации верит чеченскому народу, верит руководству республики и надеется на стабильность и будущее нашей республики. Последние 12-13 лет, что у нас царилось и царится, мы знаем. Я еще раз обращаюсь к нашим старейшинам уважаемым, к интеллигенции, к писателям, художникам, работникам культуры, спорта. Мы через них должны возродиться. Мы через них должны вырасти снова. И я думаю, что это будет. Уже начало у нас есть. Лида Ларсанова помнит события тех лет, как сейчас. В то время женщина была общественным наблюдателем на избирательном участке. Она рассказала, что жители региона активно участвовали в голосовании, потому что хотели выразить свое отношение к будущему субъекта. Ахмад Хаджи Кадыров, конечно же, это человек, который стал впереди нашего народа, да, и вот этот его шаг, смелый шаг, его вот вызов, да, вот всему обществу, конечно же, за ним народ чувствовал себя уже защищенным, и этот человек, конечно же, да, Алтюнгазут Обалдойл, стал для нас вот таким лидером, и, естественно, это все положило такой отпечаток на истории нашего народа. Депутат Чеченской Республики Аднан Нагаев поделился, что тот день был судьбоносным для всего региона. Он отметил, что Ахмад Хаджи, рискуя не только своей, но и жизнями своих родных, встал на защиту Родины и принял решение, которое изменил будущее субъекта. Мы сегодня все прекрасно видим, к чему это решение привело. Грозный процветает, республика процветает, стройки идут, туристы едут, весь мир смотрит, восхищается нашими достижениями. Результат налицо. А
могло быть как? Могло быть примерно как сегодня в Газе, как в Сирии, как на Украине, когда большие геополитические интересы сверхдержав схлестываются, и здесь, если правильное решение не принимается, хотим мы или не хотим, здесь нужен мудрый человек, который может правильное решение принять, чтобы народ не уничтожился, чтобы мы могли спасти его, поставить на мирный рельс. И это решение судьбоносное принял Ахмад Хаджи Кадыров, за что ему огромная благодарность от всех наших современников и потомков. Это было мудрое решение, и благодаря этому решению мы сегодня живем в мирной, процветающей, развивающейся республике, которая этот результат, выполняя заветы своего отца, к этому результату наш глава республики сегодня нас привел. Рамзан Ахматович Кадыров со своей командой делает все возможное, чтобы наша республика процветала. Сегодня, спустя 23 года, холодная зима в сердцах людей сменила теплая солнечная весна. Отчаяние, уныние, разруха остались позади. Народ живет в мире и согласии. В 2003 году, которая была принята Конституция Чеченской Республики, она должна была обязательно принять ее. Иначе мы не были бы чеченцами. Конституция нам нужна была для того, чтобы закон соблюдать. Потому что были разные течения. То у него начали потом тейповые разборки, а Конституция нас сплотила и сделала настоящими чеченцами. Регион активно развивается во всех сферах: строительство, промышленность, образование, культура, сельское хозяйство. Возводятся новые объекты, заводы и фабрики. Особенно выделяется новый район имени Владимира Путина, который застраивается не по дням, а по часам. Достаточно взглянуть на счастливые лица горожан, на великолепие мечетей, на уютные бульвары и скверы, чтобы понять, путь, указанный Ахматом Хаджи Кадыровым, был единственно верным. Его дело сегодня продолжает глава республики. Это и есть материальное воплощение конституционного курса, где народ выступает главным созидателем. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов совершил инспекционную поездку. Чиновник посетил строящийся новый терминальный комплекс в аэропорту Грозного и проверил ход работ. Также провел совещание с ответственными лицами, где обсудили достигнутые результаты и наметили новые цели. С места событий Медина Мударова. Совещание посвящено одному из ключевых инфраструктурных проектов региона – строительству нового международного терминала аэропорта Грозный. Под председательством Адама Делимханова участники обсудили текущий прогресс и предстоящий объем работы. Депутат Госдумы страны подчеркнул, что возведение аэровокзального комплекса находится на постоянном контроле главы региона Рамзана Кадырова, который регулярно интересуется каждым этапом строительства. Войбох мечпелле бу проблем шуй бу швечворас далмола текущий дол халдоцга проблем чац далмола дилан дикар почти до сроках в целом аэропорт ерю далмолашт тон доложительно дала там совещание инпута свой день до джамастане до холтане тон докладируют бо бешвик целарошвик цашик уючи. На объекте завершаются ключевые этапы, и новая воздушная гавань республики начинает обретать свои очертания. И генеральный директор Smart Building Сайдмагомед Зубайраев доложил о ходе работ, в частности, по строительству взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования. Оно позволит аэропорту бесперебойно принимать и отправлять воздушные суда даже в сложных метеоусловиях. Из общего объема около 19 миллиардов денежных средств мы выполнили порядка 15 миллиардов работ, и у нас сейчас остались работы по окончанию по взлетно-посадочной полосе, и в надежде, что мы летом закончим все эти работы и сможем закончить первый этап строительства. У нас аэродромная часть разделена на 5 этапов, из которых первый этап планируем закончить этим летом и ввести его в эксплуатацию, переключиться на новую полосу, в дальнейшем уже реконструировать под рулежную рулежку действующую полосу. Представители компании-подрядчики также отчитались о проделанной работе. Это строительство инженерных сетей, монтаж внутренних систем, благоустройство территории и прокладка дорог. Обсудили также и проблемные вопросы, которые возникают время от времени, но ничего нерешаемого нет, говорит Адам Делимханов. Аэропорт
аэропорт специализированный объект делали. Мы устроился лучше дает сайт ищет проблем. Даю его экспертизе чудо. Дел и там рамда матчи поддержки чин авторитеции Москва Мосометя и правительство в регии. Там министр Шавик назначимый объект флоритера хотя внимание дал молодежь усовой хелмадиз срок Мосома чехли дуэл. А затем делегация осмотрела саму территорию будущего аэропорта. Участники смогли лично убедиться в масштабах строительства и оценить темп работ. Airport society Россия юбертуас отцо дики хазахарю фарда мола сахалишят дел иетан шадеги мусул бинда ночи хоман верх кадел вай духалер почада газо хобол дор ахмад ажи царах юр алхамдулилlah дал мола вай бош вайдос бош бол хайши вайдос чаш болна баки биш само адос дас болш мосу аур безопасность любой туба дор ваха ищешь не 30 метров, представить, то еще 30 метров туман, короче, ваха еще, массу оборудования, массу ума, юхузя, периош, да, мола, полоса завершения, юхошера, да, мола. Проект обещает стать новой визитной карточкой республики. Спроектированный в форме полумесяца терминал станет современной интерпретацией традиционной символики герба Чеченской республики и отсылкой к исламскому мировоззрению региона. Воплощая эту идею, здание будет иметь изогнутый фасад, облицованный алюминиевыми листами с покрытием под матовое золото. Все виды работ контролируются, все графики соблюдаются. Поручения главы Чеченской республики по видам работ, по графикам, они, естественно, соблюдаются и работу делаются. Да, есть технические моменты, они были, есть и могут быть. Как мы знаем, наш аэропорт, он назван в честь великого Ахмата Хаджи, поэтому наши гости будут с радостью прилетать, улетать, потому что это самый красивый аэропорт в России. Реализация проекта является ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона. Сам Рамзан Кадыров неоднократно посещал стройплощадку для инспекции хода работ. По его поручению для рабочих созданы смены и все необходимые удобства. В скором времени воздушная гавань и пассажиропоток субъекта уже никогда не будут прежними. От фундамента до сложнейших инженерных систем. Каждый шаг под строгим контролем. Совещание завершено, приоритеты расставлены, а объем работ на ближайшее время подтверждены. Новый терминал аэропорта Грозный растет буквально на глазах, становясь символом созидания и больших амбиций нашей республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская республика. Министерство национальной политики, внешних связей, печати и информации провело традиционную акцию распространения текста Конституции Чеченской Республики. К памятной дате были выпущены специальные издания сотен брошюр с текстом на 2 языках в рамках объявленного главой республики года горных районов. Подарочные буклеты получили жители Шатойского района. Сегодня мы раздаем Конституцию. И люди очень пожилые, особенно вспоминают этот день и с благодарностью вспоминают нашего первого президента Алгазов Облдоцин Ахмад Хаджи Кадырова, который был одним из самых сторонников, приверженцев организации референдума, потому что когда федеральная власть призывала подписать соглашение в составе Российской Федерации, нашей республики, Ахмад Хаджи, я это помню, он сказал, что я спрошу у народа. И вот первый раз в жизни спросили у чеченского народа, народ чеченский определился, поэтому сегодня мы имеем плоды принятия этой Конституции, мы пожинаем эти плоды благодаря мудрому, умелому руководству нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова. Чеченская республика с каждым днем, вы этому свидетели, у нас открываются объекты, мечети, строятся дороги, ну и все атрибуты жизнедеятельности республики. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров стремился к тому, чтобы жизнь в регионе базировалась на крепких конституционных правах. Чеченский народ всецело поддержал эту позицию в ходе всенародного референдума в 2003 году. Это принесло народу стабильность, мир, порядок и благополучие. Неизвестно. Человек, который не только мудростью и смелостью, вообще человек, психолог, психолог.
В одной из школ Биное ученики создают умные гаджеты от сигнализации до метеостанции. Проект уже принес учреждению федеральный статус инновационной площадки. Подробности в сюжете моего коллеги. Он работает на основе платформы платы Arduino. Это только начало. Пара дней работы, и прототип станет полноценной умной сигнализацией. Система поддерживает управление по Wi-Fi и мгновенно оповещает владельца о тревоге через смартфон. Данное устройство – лишь один из многих инновационных продуктов Ахмеда Бельтиева, чьи планы на будущее весьма амбициозны. Хотел бы создать аппарат для людей с ограниченными возможностями. Это была бы палка, которая работает по принципу летучих мышей, когда при попадении электроволн вибрировали, и человек мог бы определить, где находится определенное препятствие. Вся эта деятельность – часть проекта на стыке науки и творчества, простые решения сложных задач. Его промежуточные успехи позволили Бинойской школе добиться престижного статуса федеральной инновационной площадки Министерства просвещения России. Ключевая идея данного проекта заключается в популяризации STEM-образования и развитии у школьников стойкого интереса к инженерному творчеству. Мы стремимся создать в школе инновационную среду, в которой формируются современные технологические навыки у наших школьников. И в основе нашего подхода лежит понимание STEM-образования не как передачи готовых знаний, а как развитие умения решать реальные задачи, опираясь на логику, критический анализ и практическую деятельность. Проект междисциплинарный. Он охватывает сразу информатику, физику, химию, технологию, биологию. Активно над разработками трудится 10 человек, но благодаря регулярным мастер-классам к инженерным технологиям приобщаются и остальные ученики. Мы сначала начали разрабатывать проекты в внеурочном времени, а затем уже также внедрили в наши уроки информатики. А потом, когда уже мы смогли разработать серьезные проекты, конкурентоспособные проекты, мы решили, что с этими проектами можно участвовать в конкурсах. До этого мы внедряли в рекреации первого этажа, к примеру, наши проекты в кабинетах внедряли. В копилке ребят разработка сайтов, чат-ботов и интерактивных карт. Среди технических достижений – метеостанции для мониторинга погоды и система автоматического измерения влажности почвы. Мой проект – это многостраничный сайт «Жемчужина Кавказа». На нем есть вся подробная информация, начиная от традиционных блюд и заканчивая известными личностями чеченского народа. Занятия в рамках проекта организованы во внеурочное время. Для проведения обучения специально выделен и оснащен отдельный кабинет. Обязательно дома надо туда ставить первый блок и потом цемент. Школа стала одной из 76 победителей по всей стране, чьи инициативы признаны важными для развития современного образования. Успешный опыт учреждения доказывает, госстандарты не препятствие для нововведений и педагогических экспериментов. Это значимое событие всей системы образования нашего района. Для нас это большая честь и подтверждение того, что наша образовательная организация уверенно движется по пути развития и внедрения современных образовательных подходов обучения. Эффективность реализуемых образовательных инициатив подтверждается и другими достижениями школы. Она вошла в топ-50 лучших практик наставничества России, заняла 3-е место в конкурсе «Лучшая школа республики» и стала призером межрегионального состязания педагогических работников. Получение этого статуса дает школе широкие возможности активно внедрять передовые образовательные технологии, развивать инновационные методики и масштабировать успешный опыт взаимодействия с учреждениями района и всего региона. Амзан Абуев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская республика. Руководство республики уделяет пристальное внимание развитию горных районов. В муниципалитетах инфраструктура растет и развивается. Особое внимание уделяется строительству спортивных объектов. Какие успехи уже достигнуты в этом направлении в следующем материале. В последние годы в горных районах Чеченской Республики активно развивается спортивная инфраструктура. На данный момент в эксплуатации находится 7 учреждений. Общая численность штатных сотрудников 262 единицы, из них 106 человек – тренерский состав. В Веденском муниципалитете работают 2 спорткомплекса, которые продолжают увлекать молодежь к здоровому образу жизни. Объекты строятся только масштабом поменьше, ибо для малых населенных пунктов крупные спортивные объекты нецелесообразны к строительству, а вот малые спортивные объекты, уличные
прогулочные площадки, игровые зоны, спортивные игровые зоны. То есть вот эти спортивные объекты, им отдается приоритет. Соответственно, такие спортивные объекты развиваются в горных районах. Одним из лучших спорткомплексов района, да и в регионе в целом, является спортивно-оздоровительный центр «Ахмат», который введен в эксплуатацию в 2010 году. А в 2016 здесь провели капитальный ремонт. На данный момент сюда приезжают сборные команды республики по олимпийским видам спорта, чтобы подготовиться к соревнованиям. У нас залы вольной борьбы, тяжелой атлетики, бокса, дзюдо. Поэтому с удовольствием сюда приезжают спортсмены для подготовки. И не только из нашей республики. У нас в последнее время эту базу выбирают, скажем, такие города, как Санкт-Петербург и Москва. Они уже 2 раза приезжали, им очень понравилось. На территории центра предусмотрены спортивные залы, бассейн, летний навес для тренировок, готовая площадка, тренажерный зал, беговая дорожка с резиновым покрытием. Спорткомплекс рассчитан на то, чтобы одновременно принимать более 100 спортсменов во время сборов, причем не только местных, но и зарубежных гостей. Ведь тут есть все необходимые условия для качественной подготовки к соревнованиям. Помимо залов на территории базы расположена гостиница и столовая. Одной из наиболее популярных секций здесь является вольная борьба. Тренер рассказал, что основной акцент в ходе тренировок делается на выносливость, и этому помогает местный горный климат. Каждый летом сборщик, спортсменчик, сборщик, нормально, отдых условий, Ахмад Рамзанович, министр Лаготичан, отдых условий, шума, масуа, отдых дани селетха. Директор спортивного оздоровительного центра «Ахмат» и по совместительству вице-президент Федерации спорта по тяжелой атлетике Амар Абдуллагапов рассказал, что зал для занятий данным видом спорта был построен чуть позже. Он отметил, что недавно прошел очередной сбор главной команды республики. Атлеты активно готовятся к предстоящим соревнованиям. Тяжелая атлетика – один из опорных видов, олимпийских видов спорта, и ему уделяется очень большое внимание. И, конечно, эта база очень большое такое, скажем, находка для наших штангистов. Сюда приезжает, скажем, год 3-4 раза сборная команда Чеченской Республики всех возрастов. И мы здесь перед главными стартами проводим свои учебно-тренировочные сборы. И готовимся к выступлениям на чемпионатах России, СКФО. А вот спортивная школа в Шатойском муниципалитете введена в эксплуатацию полгода назад. Тренер по тяжелой атлетике Бауди Ахматов отметил, что раньше большинство жителей отдавали предпочтение футболу. Из-за условий занятий другими видами спорта было затруднительно. Теперь же, благодаря главе республики, есть все условия для тренировок. А он садон, он есть под условием. Эйдли вошел, спорт ша ешь, я сам думал, хилищец. Спорт ешел, хаким будет судон, он это бы мосуавран. Это он теорию, кегеч лана, доктор, олхилах сунадон, хаким спорт еш хиларн. Und auch schön als Chilla jetzt ist halt спорткомплекс, ja, и dauert ist dort, заниматься того голода. Учреждение оснащено всем необходимым спортивным оборудованием. В спорткомплексе занимаются 473 воспитанника в 8 секциях: дзюдо, грэпплинг, ММА, тяжелая атлетика, футбол, мини-футбол, волейбол и вольная борьба. Директор школы отметил, что все эти условия помогли создать комфортную среду для занятий спортом. До этого разные школы, спортзалшка. Царь директор сцены борт бяшиш ца цигах тренировок шёчтор беш краз различа школшка так хайылын жылда ца шал хайылынары тонозне санату бэлла кучу аммел устою уну дикшметти айош хазда хава донш ламбэх школуктон делрес халил хота акмал хагчана так хой министр спорта вал Ахмадина делрес хал далдиканс бекон бойл. Тренер по дзюдо Муслим Межидов рассказал, что в тренировочном процессе занимается с подопечными, исходя из их возможностей, чтобы раскрыть потенциал.
За короткое время воспитанники школы добились немало успехов, занимая призовые места в различных соревнованиях. Они рассказали, над чем в основном тренируются, и отметили, что в таких условиях тренироваться одно удовольствие. условия, машалла, кузаголяю, хональчил, именно лечуса, спортсмена, дыхалка, кидай кузадикводу, именно оксалчадиквою. Регулярно в горных районах проходят турниры и массовые спортивные праздники. Они объединяют людей разных возрастов и способствуют популяризации активного образа жизни в регионе. Ахмед Рамазанов, Ислам Ибрагимов, Маусар Хаджиев, Сайселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.